Всем доброго времени суток. Я хочу показать, как можно записать вот такие вот игры и закачать на YouTube. Делается это, если, конечно, человек уже знает. В общем-то, не то что легко, но не так это сложно. В данном случае есть два варианта. Можно изначально записать игру с рабочего стола. Это первый вариант. Потом, обработав, закачать его на YouTube. И второй вариант. Пишется прямая трансляция в YouTube. Два варианта. Но я сначала покажу первый вариант, как можно записать с рабочего стола, а потом уже второй. Ну и давайте, в какой проге это делается? Лучше всего для этого, на мой взгляд, ну, по крайней мере, я сам лично им пользуюсь, это прога Open Broadcaster. Качаем его с сайта oabsproject.com download через слэш и нажимаем вот на эту зеленую кнопку. В данном случае версия 0.657, а видео пишется 16 февраля 2016 года. Так, скачиваем этот софт, открываем его. Но у кого, если есть антивирус, можете, конечно, проверить, но насколько эффективно, я не знаю, это будет работать. Но в данном случае с оригинального сайта мы скачали, поэтому запускаем сразу установку этой проги, соглашаемся, I agree, и прога практически установилась. Но теперь финишируем, и вот, эта программа открылась. Теперь дальше надо будет настроить программку. Давайте очень кратко, потому что есть более подробное руководство по этой программе, но в данном случае я только для наших нужд. Ну, допустим, надо будет настроить программу через это окошко, через настройки. Общее. Ну, в принципе, здесь можно ничего не менять. Кодирование я, допустим, тоже ничего не меняю, кроме того, что максимальный битрейт я прописываю 10 тысяч, ну, для лучшего качества. Так, больше здесь я практически для себя ничего не меняю. У меня тут видеокарта даже, вот все равно кодировщик я оставляю вот такой 264. Так, сохранить. Да, сохраняю данные и перехожу к трансляции. Здесь два варианта записи: прямой эфир и локальная запись. Прямой эфир — это когда вы транслируете, ну, скажем, YouTube, да, локальная запись. Пользуйтесь, когда вы пишете с рабочего стола. В данном случае мы будем писать с рабочего стола, поэтому выберем вариант локальная запись. И тут указывается путь к файлу, где будет храниться видео, которое вы запишете с экрана. В принципе, здесь больше ничего такого нет. В данном случае по умолчанию пользователь Сергей и раздел видео. Так, закрепляем применить. Дальше идем в видео. Видеокарта тут указана. Ну, по умолчанию у меня тут GeForce NVIDIA, да, NVIDIA. Ну и экран 1920 на 1080. В принципе, у меня это остается. Монитор 1. Так, кадры в секунду 30 я по умолчанию оставляю. И аудио. Микрофон. Так, по умолчанию у меня тут сейчас веб-камера будет. Вообще пишет микрофон с веб-камеры. И устройство воспроизведения наушники. Ну, по умолчанию пусть останется. Горячие клавиши. Но горячие клавиши, они полезны для того, чтобы некоторые процессы записи можно было бы включать с клавиатуры. Ну, допустим, мне удобно, скажем, иногда начать запись, начать на кнопку F9. Прямо в клавиатуре нажимаем вот «Начать трансляцию». В строке «Начать трансляцию» нажимайте на F9. Да, я пока не буду нажимать. Почему? В Camtasia, я сейчас пишу в Camtasia. Если я нажму, то у меня отключится. Остановить трансляцию пишите F10, допустим, да. И, в общем, тогда эти горячие клавиши, они настраиваются, закрепляйте ОК. Ну, в данном случае можно пока даже. Я пока нажимать не буду, пойду дальше. Расширенный здесь фактически, вот я лично для себя тут ничего не меняю, но может быть кому-то, если что-то понадобится, вы можете более подробно изучить. Так, кодировщик. Тут я тоже ничего не меняю. Шумовой гейт тоже по умолчанию здесь и стоит. Переключатель сцен тоже у меня
Тут пока все без изменений. Ну и теперь жмем на кнопку ОК. Теперь, что мы должны сделать? В разделе «Источники», вот здесь мы должны нажать, то есть подвести курсор и жмем правой кнопкой мыши и добавляем окно рабочего стола. Рабочий стол, жмем ОК. Но практически, давайте сейчас ничего пока менять не будем, проверим. И появляется у нас запись «Рабочий стол». Итак, давайте теперь попробуем, хотя я пишу в Camtasia, попробуем проверить прогу. Жмем на «Начать запись». Вот здесь. Так, идет запись. И микрофон настроен по умолчанию. У меня идет тут, он записывается с веб-камеры. Ну, допустим, давайте сейчас мы будем менять окно. И посмотрим. Ну вот да, вот видите, программа пишет. Давайте остановим запись. И теперь посмотрим, куда попало наше видео.